Новые школы, детские сады, парковые зоны, дома культуры. Первый вопрос, с которого и начинается заседание, касается строительства социально значимых объектов. Глава региона отметил, что все стройобъекты должны курироваться и главами администрации. И в этом вопросе обязательно сотрудничество муниципальных чиновников с депутатами и правительством. О том, что уже сделано и планируется в скором будущем, рассказал первый вице-премьер Муслим Дзейтов. В республике в бюджете строится 19 социально значимых объектов. 4 школы, 2 профтехучилища, 8 жилых домов, 4 объекта инженерной инфраструктуры и 1 объект здравоохранения. После ввода объекта эксплуатации планируется создать дополнительные 804 рабочих места. В 2017 году предусмотрено начало строительно-монтажных работ на 20 объектах, в том числе 5 домов культуры, 5 школ, отделение сердечно-сосудистых хирургии города Назрань, здание Республиканского музея краеведения в городе Магас и инженерная инфраструктура паркового комплекса города Магас. На заседании приглашены и жители сельских поселений. Любой желающий может задать вопрос как главе региона, так и докладчику. Строительство мечети, детского сада, дома культуры. Вопросов много. Но суть общего заседания и заключается в том, что каждый желающий может узнать и увидеть, что уже сделано и планируется. По мнению Юнусбека Евкурова, успешное будущее муниципалитета, а значит и региона в целом, в руках каждого жителя. В 2015 году речь шла о запланировании на перекрестке Дядика-Журт районную больницу, так как Мангобесская больница не соответствует обеспечению и района, и города. Что с этим вопросом в данное время, на каком стадии стоит? Вот землеотвод это надо сделать, и больницу ставим на перекрестке. Это если смотреть за постом, если ехать в сторону Назрани, за постом с левой стороны. Понятно, да? Поэтому вот в том районе ставим именно больницу. Ну и ряд там этих административных там учреждений там поставить именно в этом месте. Как раз туда и концентрируется весь район. Для всех удобно, всем хорошо. В разных городах и сельских поселениях республики проложено около 55 тысяч метров водопровода, 13 накопительных металлических резервуаров, пробурено 9 артезианских скважин. Второй вопрос, в частности, и касался проделанной работы по улучшению водоснабжения в населенных пунктах. Муслим Дзейтов отчитался о протяженности сети в каждом сельском поселении и о затраченных на это средствах. Как итог, во всех населенных пунктах республики этим летом наконец будет снят вопрос водоснабжения. В сельском поселении Борсуки проведена укладка трубопровода общей протяженностью 1176 метров. Строительство 2 резервуаров емкостью 1000 кубических метров. Работа еще не завершена, работа на стадии завершения. В сельском поселении Газиюрт проведена укладка трубопровода общей протяженностью 5520 метров. Строительство резервуара емкостью 1000 кубов. Слайд номер 4. В сельском поселении Яндри проведена укладка трубопровода общей протяженностью 2180 метров. Глава наказал создать специальную комиссию и завершить все пусконаладочные работы до 10 мая. Немалая работа за последние месяцы проделана и по газификации, как районов новостроек, так и по реконструкции старых сетей. В каждом сельском поселении к новому и усовершенствованному газопроводу подключили сотни абонентов. Главное, чтобы они не забывали платить за потребленный ресурс. Особое внимание на заседании уделили и строительству, реконструкции и ремонту дорог. Общий объем строительства и реконструкции дорог на 2017 год составит 22 километра, а также строительство протяженностью 53 погонных метра водопропускного сооружения, строительство моста протяженностью 53 погонных метров и водопропускного сооружения протяженностью 36,7 погонных метра. Это возле Мужичи у нас труба. Кроме вышеуказанных объектов, Дорожным фондом республики предусмотрены средства в размере 120 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог и регионального и межмуниципального значения. Проведение указанных мероприятий позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между населенными пунктами республики, создаст условия для круглогодичного транспортного сообщения между населенными пунктами Республики Ингушетия. Вопросы экологии в этом году наиболее актуальны в регионе и стране в целом. Проводятся массовые мероприятия по этому направлению. Только с начала года на протяженности всех рек укрепили берега. А рядом с прудом в Сунже планируется разбить небольшой парк, проложить велодорожки и установить лодочную станцию, чтобы горожане в теплые выходные дни могли проводить там досуг.
Комитетом экологии особое внимание было уделено и работе по благоустройству рек Назранка, Ачелучка и Яндырка. А к 25-летию республики планируется высадка деревьев, которая, кстати, идет полным ходом, разбивка парков и скверов. В рамках Года экологии, в рамках празднования Дня Республики Ингушетия, администрация муниципальных образований, главой республики были даны поручения. Также эти мероприятия были включены в план региональный по обустройству 25 скверов и парков, обустройству 25 родников и посадке 25 тысяч деревьев в населенных пунктах Ингушетии. По результатам обследования на 22 апреля, а также анализа информации, представленной администрацией муниципальных образований, установлено, что фактически по текущему состоянию построенных скверов и парков нету. С начала года уже посажено почти 18 тысяч деревьев, а парки только закладываются, и то только в некоторых городах и сельских поселениях. Юнусбек Евкуров убедительно попросил всех глав муниципалитетов выделить на вверенной им территории участок для парковой зоны. Задача, я вашу, каждый юрт хотя бы в честь 25-летия. В центре села елыш, нага удобно худолыш, кадар худолыш, арвалы, чевалы, аха, чевалы. Следующий вопрос – налоговая база, а в частности работа, которую проводят либо не проводят муниципальные чиновники по оформлению прав на имущество. По словам начальника регионального управления налоговой службы Тамерлана Вашигурова, почти 33 тысячи домов не зарегистрированы и, соответственно, не платят налоги. Глава региона предупредил всех глав администрации, что при первой же проверке уволит руководителя, чей населенный пункт окажется отстающим в оплате налогов. Но, несмотря на все минусы, есть и положительные моменты. Показатели налоговых платежей за последнее время выросли на 20%. Мария Мюстеева, Майырбек Миржоев, Рамзан Миржоев, Новости 24.